Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Туэр Пирзода. Сегодня в здании правительства Республики Таджикистан под председательством основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, председателя правительства страны, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялось расширенное заседание правительства Республики Таджикистан. На расширенном заседании правительства Республики Таджикистан были подведены итоги показателей социально-экономического развития страны за 2018 год и определены главные задачи на 2019 год. Во Дворце нации правительства Республики Таджикистан под председательством основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, председателя правительства страны, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялось расширенное заседание правительства Республики Таджикистан. В работе заседания приняли участие руководство и члены правительства страны, исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и его структурных подразделений, руководители центральных государственных органов, ведомств при президенте и правительстве, республиканских предприятий и учреждений, председатели областей, городов и районов, руководители высших учебных заведений, центров по реализации государственных инвестиционных проектов, государственных и акционерных банков, официальных газет и журналов и другие ответственные лица. На расширенном заседании правительства Республики Таджикистан были подведены итоги социально-экономического развития страны за 2018 год и определены главные задачи на 2019 год. Члены правительства всесторонне обсудили вопросы, связанные с реализацией социально-экономического положения страны, реализацией подтвержденных стратегий и программ, отмеченных главой государства в послании к Маджлиси Оли, заседаниях правительства и в ходе рабочих поездок по городам и районам страны, а также касающихся недостатков и проблем в различных секторах и путей их решения. Открывая заседание, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что 2018 год в целом получился успешным и историческим для таджикского народа и был завершен со значительными результатами благодаря неустанным усилиям жителей страны. На расширенном заседании правительства Республики Таджикистан был заслушан отчет премьер-министра страны Кохира Расулзода об итогах социально-экономического развития в 2018 году. Было отмечено, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире и регионе, в результате принятых правительством Республики Таджикистан мер под непосредственным руководством президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, и своевременной реализации стратегических документов сохранилось устойчивое развитие экономики страны. Объем внутреннего валового продукта страны за этот период составил 68,8 миллиардов сомани. Темпы развития 7,3%. Увеличение некоторых показателей способствовало экономическому развитию, в частности, промышленная продукция увеличилась на 11,8%, финансирование основных инвестиций на 7,8%, общий объем товарооборота на 15,4%. Платные услуги на 2,1%. За отчетный период уровень инфляции сохранился на среднем уровне и составил 5,4%. Премьер-министр страны отметил, что с целью эффективного целевого использования имеющихся ресурсов и возможностей, создания на этой основе новых рабочих мест в 2018 году в стране построено 131 предприятие и промышленный цех. Следует отметить, что в ходе озвучивания послания к Маджлиси Оли президент страны с целью превращения Таджикистана в индустриальную страну с учетом увеличения доли промышленности в валовом внутреннем продукте и важности сферы индустрии в решении социально-экономических проблем и создания новых рабочих мест объявил индустриализацию страны четвертой национальной стратегической целью. Начало строительства 9 новых промышленных цехов в промышленной зоне Душанбе, ввод в эксплуатацию второй очереди текстильного комплекса ЗАО «Джунтай-Дангара» по промышленной обработке около 15 тонн хлопковолокна с годовым потенциалом в 12 тысяч тонн волокна, совместного предприятия Таджикистана и Китая «Муосир», создание и реконструкция промышленных предприятий по выпуску муки, текстильной продукции, строительных материалов, ковров, бытовых приборов и детских игрушек, производство других видов продукции заложат прочную основу для индустриализации страны. Проведенные анализы показывают, что наряду с достижениями в отрасли наблюдаются также и недостатки. В частности, требует улучшения работы по возведению цехов по переработке молока, швейных цехов по выпуску школьной формы, цехов по выпуску атласа и адраса, ковров.
До сегодняшнего дня в городах и районах создано еще 14 цехов по переработке молока. Действует еще 67 цехов по выпуску школьной формы и 139 цехов по выпуску атласа и адраса, 37 цехов по выпуску ручных ковров, и все-таки они не могут удовлетворить потребностям страны. Обработка хлопковолокна внутри страны все еще оставляет желать лучшего. По этой причине объем его экспорта с каждым годом увеличивается. В 2018 году этот показатель составил 93 тысячи тонн на сумму 165 миллионов долларов. В этом же году на текстильных предприятиях обработан всего лишь 21% хлопка, произведенного внутри страны. Одной из причин неполной обработки хлопковолокна является приостановление деятельности предельных цехов или их работа на неполную мощность. В отчетный период 4 предприятия, в том числе Общество с ограниченной ответственностью Вали-Зода Мачох в Мачинском районе, Общество с ограниченной ответственностью Самар в Осейском районе, Общество Буфандай-Нора города Нурек, прекратили свою деятельность. Глава государства дал конкретные поручения премьер-министру страны Кохиру Расул-Зода, первому заместителю премьер-министра Давлатали Саиду и заместителям премьер-министра страны Азиму Ибрагиму и Махмад Тохиру Зокир-Зода по устранению имеющихся недостатков, вытекающих из анализа и подведения реальных итогов социально-экономической сферы в 2018 году. Также в связи с международной обстановкой и влиянием внешних факторов на экономику страны были даны поручения по обеспечению макроэкономических показателей и усилению деятельности всех отраслей, своевременному выполнению указаний, вытекающих из послания президента Республики Таджикистан к Маджлиси-Оли по ужесточению контроля над выполнением стратегических целей и приоритетных направлений, выполнению концепций государственных программ и эффективной реализации государственных инвестиционных проектов. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил принять необходимые меры для реализации 4-й национальной стратегической цели – индустриализации страны, в том числе в сфере поощрения инвестиций в промышленную отрасль с целью повышения конкурентоспособности продукции и диверсификации экспорта. На заседании правительства страны были заслушаны отчеты министра финансов Файзидина Кахор-Зода, председателя налогового комитета Нусратуло Давлат-Зода и руководителя таможенной службы Хуршеда Карим-Зода. В ходе отчета министра финансов было отмечено, что в результате мер, принятых правительством страны, основная часть доходов государственного бюджета была обеспечена на 100,3%. В бюджет поступило 23,3 миллиарда самани, что превышает план на 71 тысячу и 4 миллионов самани. За отчетный период план поступления налогов со стороны налоговых органов был выполнен на 100,6%, таможенной службы на 101,2%. Доходная часть бюджета социального страхования и пенсий была обеспечена за счет социальных налогов на 102,6%, что превышает план на 44 миллиона самани. Несмотря на выполнение показателей доходной части государственного бюджета, не выполнено качество по 2 видам налогов на сумму 420 миллионов самани, в том числе налоги от прибыли 8,3 миллиона самани и налоги на добавленную стоимость 411,3 миллиона самани. В истекшем году 6 городов и районов республики, в частности город Вахдат, районы Яван, Пянш, Фархор, Ховалинг и Восе, не выполнили свои налоговые обязательства перед бюджетом на общую сумму 64 миллиона самани. Налоговый остаток по сравнению с началом 2018 года был уменьшен на 59,2 миллионов самани и по состоянию на 31 декабря отчетного года составил 712 миллионов самани. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил беспокойство по поводу невыполнения 2 видов налогов и таким образом непоступления в бюджет 420 миллионов самани. Акцентировал внимание правительства республики на принятии неотложных мер по уменьшению налоговых остатков. Министерству финансов было поручено совместно с налоговым комитетом, таможенной службой, исполнительными органами государственной власти городов и районов принять необходимые меры по своевременному выполнению доходов государственного бюджета. В
ходе своего выступления министр экономического развития и торговли Нематулло Хикматулло Зода и председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Фарух Амрали Зода доложили об итогах социально-экономического развития страны в 2018 году и реализации инвестиционных проектов. Президент страны Эмомали Рахмон поручил правительству Республики Таджикистан и Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным имуществом содействовать развитию центров обслуживания предпринимателей и инвесторов, принимать меры по более широкому использованию механизмов государственного частного партнерства, созданию благоприятных условий для здоровой конкуренции субъектов предпринимательства. Затем директор Агентства социального страхования и пенсионного обеспечения Сафар-Али Наджмидин Зода доложил об итогах деятельности сектора в 2018 году. Глава государства дал конкретные указания руководству Агентства социального страхования и пенсионного обеспечения по преодолению трудностей в сфере социальных услуг и дальнейшей реализации планов страхования. Также глава государства Эмомали Рахмон поручил руководителям министерств и ведомств, центров реализации государственных инвестиционных проектов и других соответствующих государственных органов принять жесткие меры по целевому использованию бюджетных средств по предупреждению и пресечению всевозможных нарушений, особенно в области финансов. Глава государства Эмомали Рахмон поручил Министерству промышленности и новых технологий в течение 6 месяцев пересмотреть существующий дефицит сектора и доложить правительству о результатах в последнем полугодии 2019 года. Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в Мексике увеличилось до 85 человек. Ранее сообщалось о 79 погибших, к ним прибавились еще 6 человек. Французские правоохранители начали расследование пожара в Куршавелле. В пламени погибли 2 человека, 4 были тяжело ранены. Их отправили в больницы с помощью вертолетов. В Северной Ирландии прогремел взрыв. На воздух взлетел автомобиль, припаркованный у здания местного суда. За последние несколько дней в 2 кораблекрушениях в Средиземном море погибли или пропали без вести около 170 мигрантов, направлявшихся в Европу. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у побережья Чили. Об этих и других событиях в мире более подробно в блоке зарубежных новостей. Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в Мексике увеличилось до 85 человек. Ранее сообщалось о 79 погибших, к ним прибавились еще 6 человек. Мощный взрыв и пожар произошли на крупном трубопроводе Туспантула в мексиканском штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали топливо. Взрыв на трубопроводе стал результатом незаконной врезки. Люди пришли туда с канистрами и бидонами и наполняли их, когда случился взрыв. В Северной Ирландии прогремел взрыв. На воздух взлетел автомобиль, припаркованный у здания местного суда. Жертв и пострадавших нет. Официально полиция расследует все версии произошедшего, однако, согласно британским СМИ, на месте были обнаружены следы взрывчатки. Все указывает на то, что автомобиль был заминирован. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у побережья Чили. Эпицентр находился в 16 километрах к юго-западу от прибрежного города Кокимбо с населением около 150 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 53 километров. Как сообщают чилийские сейсмологи, после землетрясения было зафиксировано около 60 повторных толчков. В результате стихийного бедствия без света остались 200 тысяч жителей региона. Данных о жертвах не поступало, но 2 пожилых людей скончались в результате сердечного приступа. Чили находится в так называемом огненном кольце и имеет долгую историю смертельных землетрясений. За последние несколько дней в 2 кораблекрушениях в Средиземном море погибли или пропали без вести около 170 мигрантов, направлявшихся в Европу. 53 человека погибли в западной части этого моря. Об этом рассказал переживший кораблекрушение человек, которого подобрала рыбацкая лодка после 24 часов, проведенных им в воде. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь в Марокко, а марокканские и испанские спасатели ищут в море других мигрантов. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. О развитии событий в 20:30. Будьте здоровы!